Мшибзияква хатарызкус коллегача, жуларбжаратби анапшивича, бзила шабиет хошаху, жуларбжаратби пресс-центрах, харахакуб и шияшу ицо айфирагна. Добрый день, уважаемые коллеги и международные наблюдатели. Мы рады снова приветствовать вас в нашем пресс-центре. Уважаемый обсналхрат комиссия Хадаханпаве Дмитрий Маршандер за отгалует обснахадаял храко за анаспирал шаква. Сейчас председатель Центральной избирательной комиссии ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявит предварительные итоги выборов президента Республики Абхазия. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, наши уважаемые журналисты. Вы в течение 3 дней находитесь рядом с нами, мониторите всю ситуацию, которая происходит вокруг выборов президента Республики Абхазия. Мы вчера провели выборы, которые по предварительным данным считаются состоявшимися, потому что процентная явка по нашим данным почти 69% по Республике Абхазия, что составляет в принятых участие почти 99 тысяч человек. Это вместе с дополнительными списками и также с зарубежными участками, которые были расположены в городе Москва и Черкесск. Что касается конкретных цифр, то наши кандидаты, президенты, они набрали Ардзамба Амиранович набрал 36,92%. Аршба Роберт Иванович набрал 7,53%. Барцис Олег Мсасович набрал 4,4%. Гумба Бадра Зурабович набрал 46,38%. Хурхмал Адгур Вадимович набрал почти 1%. Что касается подведения итогов предварительных, то по цифрам получается, что лидируют 2 кандидата. На первом месте Гумба Бадра Зурабович, который набрал 46,38%. На втором Ардзамба Адгур Амиранович, набравший 36,92%. В количестве человек, проголосовавших за Гумба Бадру Зурабовича, получается 45 817 человек проголосовало. За Ардзамба Адгура Амирановича 36 476 человек. Это говорит о том, что по предварительным данным будет повторное голосование, и это значит, что второй тур по предварительным данным будет 1 марта проходить. Поэтому более точную информацию, когда Центральная избирательная комиссия примет решение, мы вам сообщим. Далее также хотелось бы отметить, что по городу Москва и Черкесск беспрецедентное количество наших граждан приняло участие. Хотелось бы отметить количество людей, проголосовавших в столице Российской Федерации, в городе Москва. 2691 человек проголосовало. В Черкесске 1900 человек. Хотелось бы поблагодарить наших коллег из Российской Федерации, которые помогли организовать в организационном техническом плане, создали нам условия для того, чтобы Абхазская комиссия могла предоставить возможность нашим избирателям, гражданам Абхазии, проголосовать на данных участках в Москве и в Черкесске. Также хотелось бы отметить, что в данном мероприятии принимали участие правоохранительные органы, которые создали нам условия для того, чтобы и общественный порядок был налажен, и все остальные структуры, которые принимали участие, они непосредственно круглосуточно были с нами на связи, и мы их всех благодарим. Что касается членов окружных, участковых комиссий, вы знаете, что они в основном это люди, которые работают в образовательной сфере, в сфере культуры. Поэтому
все, что было ими организовано, благодаря им мы смогли провести выборы. Оценку вы, конечно, дадите. Здесь у нас очень много международных наблюдателей, которые приехали из разных стран. Мы их благодарим за то, что нашли время и интерес для того, чтобы принять участие в наших выборах в качестве международных наблюдателей. Вот. Что касается второго тура, в случае обозначенной даты 1 марта, то мы, конечно же, ждем наших международных наблюдателей из разных стран. Вот. Мы будем приглашать также, потому что в наших интересах, чтобы выборы в Абхазии проходили прозрачно, вот, демократично и в правовом русле. Вот. Я думаю, что наши гости не обидятся, если я озвучу такую фразу, что, конечно, в приоритет мы всегда ставим нашего стратегического партнера, дружественного соратника, это Российская Федерация, потому что это первая страна, которая признала независимость и суверенитет Республики Абхазия. Вот, поэтому здесь более 30 стран представлены. Мы, члены комиссии, Центральной избирательной комиссии, призываем наших друзей, коллег, когда они вернутся на свою родину, чтобы они максимально могли поделиться теми впечатлениями, которые они здесь получили, даже если они будут в качестве рекомендации. Вот. И также, если по прибытию в свою страну посчитают нужным сказать, что в Республике Абхазия все проходит демократично в правовом русле, и если будут брать пример с Российской Федерации, которая признала независимость и суверенитет республики, мы будем очень благодарны. Поэтому, уважаемые журналисты, вы ту информацию, которую мы вам даем, вы преподносите и освещаете так, как вам профессионализм вам подсказывает, и мы надеемся на то, что та информация, которая будет проходить через вас, она будет доступна всем тем гражданам, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы выборы в Республике Абхазия проходили в демократическом русле. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? В микрофон, пожалуйста, Наид. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Включите. Анаид Гагарян, Эхо Абхазии. Дмитрий Зурабович, скажите, пожалуйста, поступали ли в ЦИК от штабов нарушения? Вот вчера была информация, что 8 заявлений было от штаба от города Амирановича Артемба. Какого рода эти нарушения, влияют ли они на исход выборов? Спасибо. Спасибо за вопрос, он актуален. Вот, практически эти обращения были идентичны. Я вам вчера в ходе голосования говорил о том, что в основном это вопросы были связаны с тем, чтобы наблюдатели от кандидатов имели возможность ознакомливаться с списками тех граждан, которые проголосовали дополнительно. Более того, мы разрешили выписывать эти данные с данных списков. Поэтому я думаю, что, учитывая, что мы выдаем удостоверение для тех граждан, у кого нет прописки, это актуальная тема была, и те обращения, которые имели место быть, с разных участков поступали вот такие обращения. Но на ход итогов это повлиять никак не может, это больше было обращение в виде рекомендации. Можно? Спасибо. Скажите, пожалуйста, Апснепресс Манана Гургулия, вы обещали назвать нам количество граждан, которые голосовали по вот удостоверениям. Назовите эту цифру, если можно. 1730, вот здесь вот мне мои сотрудники, коллеги подсказывают, 1730 проголосовали по удостоверению, которое мы выдавали в Центральной избирательной комиссии. Они входят в дополнительный список. Нисфарш, Баяшара. Дмитрий Зурабович, вопрос такой в продолжение
вопросу коллеги. Международные наблюдатели с какими-либо обращениями в Центральную избирательную комиссию о нарушениях на избирательных участках обращались или нет? Дело в том, что я думаю, что они нам сюрприз готовят, поэтому никто не обращался. Я уверен в том, что у них есть свои заключения в этом отношении. Вот. И если это будут обращения к нам в виде рекомендаций или критики, мы готовы выслушать. Официально пока никто не обращался. Но обратились в пресс-службу для того, чтобы у каждого была возможность высказать свое мнение. Вот. И мы предоставили возможность, чтобы международные наблюдатели присутствовали не только во время подготовки и проведения выборов, но и во время подсчета голосования, чтобы подчеркнуть честность и чистоту избирательного процесса. Я думаю, они свою оценку дадут после того, как мы закончим свою пресс-конференцию. Избирательный участок в Москве, вокруг него очень много в свое время было споров о количестве бюллетеней. Значит, был предыдущий опыт. В итоге, как мы видим из цифр, то количество бюллетеней, которое планировалось, в итоге, которое вы направили, оно не понадобилось. Теперь во втором туре вы как-то планируете пересмотреть количество бюллетеней, которые вообще будут направлены за пределы Абхазии на 2 избирательных участка в Москве и в Черкесске? Я думаю, мы ничего пересматривать не будем. Мы направили то количество, которое позволяло проходимость одного участка. Мы направили 4000 бюллетеней в город Москва, и использованы были 2691 бюллетень. Много разговоров ходило по поводу того, что зачем мы отправляли с запасом. Дело в том, что наш коллега, член избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии, был направлен с данными документами. Вот, те бюллетени, которые не были использованы, их он также вернул. Вот, сегодня утром как раз мы их приняли. Поэтому, когда вопросы возникали о том, что зачем столько бюллетеней, ну, лучше пускай будет запас, чем не хватит, потому что вся ответственность будет потом на Центральной избирательной комиссии. Вот, в целости и сохранности неиспользованные бюллетени вернули к нам в Центральную избирательную комиссию. Это, я думаю, что по ходу голосования в городе Москва наш коллега Умар Сергеевич Смыр вам более подробно расскажет. Ну, как сказано было раньше, явка в Москве составила 2691 человек, проголосовавший. Как мы увидели, да, небывалая явка для зарубежных наших участков. Как сказано было раньше Дмитрием Зурабовичем, решением ЦИК мы направили 4000 бюллетеней. Все, что не востребованные были бюллетени, мы вернули обратно. С самого утра большая вовлеченность была наших граждан в избирательный процесс. Хочу отметить также, что и международные наблюдатели присутствовали, большая вовлеченность СМИ также была. Процесс избирательный был организован очень четко. Там особо хочу поблагодарить наших коллег из ЦИКа России, из Министерства внутренних дел, которые нам дали возможность таким образом организовать этот процесс. Если хотите, могу вам цифры предоставить конкретно, как голосовали, сколько за каждого кандидата. Наверное, так правильно будет, да? За кандидата, могу же, да? Да, за кандидата Ардзен Бадгура Мирановича 1029 голосов подано, за Аршба Роберта Ивановича 227, за Барциц Олега Мсасовича 162, за Гунба Бадру Зурабовичу 1190, за Хурхумал Адгура Вадимовича 12, против всех 48 и недействительных 23 бюллетеня. Вот такие цифры у нас по Москве. Если еще какие-то вопросы есть по участку в Москве, можем рассказать.
Анжела Кучуберия, да. Скажите, пожалуйста, остались ли избиратели, которые не успели проголосовать на участке в Москве? Таких избирателей не было, да, небольшие очереди скапливались, но это рабочий процесс был. На момент закрытия участка никакой очереди не было. Комиссия уже вот к подготовительному этапу, к завершению пришла без очереди. И еще у меня вопрос к Дмитрию Зурабовичу. Дмитрий Зурабович, во втором туре будет организовано голосование за пределами Абхазии? За пределами Абхазии, на тех участках, на которых мы проводили выборы, там же будут проходить. Дело в том, что правила, они должны быть и в первом, и во втором туре одни. Вы знаете, что был третий участок, который мы закрыли на территории Турецкой Республики. Вот, потому что турецкие власти препятствовали для того, чтобы наши граждане смогли воплотить свое волеизъявление в жизнь. Вот. Поэтому благодарим еще раз руководство Российской Федерации, которое дало нам возможность на своей территории провести демократично в правовом ключе выборы, потому что очень много приковано было внимания к зарубежным участкам. Слава Богу, на территории Москвы и Черкесска все прошло демократично в правовом русле. Вот. А что касается Турецкой Республики, то я думаю, что они должны брать пример с тех стран, которые дают возможность воплотить политические права наших граждан вне зависимости от того, признаны они или нет. Вот. Поэтому признание Республики Абхазия это не говорит о том, что дает право проводить выборы или нет. Но самое главное, это в первую очередь права человека. Вот. Права человека были ущемлены на территории Турецкой Республики. Вот. Поэтому хотелось бы обратиться к тем, кто препятствовал этому процессу, чтобы они взяли во внимание вот, и в пример Российскую Федерацию, которая давала нам возможность на протяжении 15 лет с момента признания суверенитета и независимости Республики Абхазия проводить выборы на территории Российской Федерации в городе Москва и Черкесск. Спасибо. Есть вопросы, коллеги? Можно вопрос еще один? Скажите, пожалуйста, когда официально будут опубликованы итоги голосования? И второй вопрос, сколько человек проголосовало против всех? Дело в том, что проголосовало у нас по явке, я вам говорил, что 69%. Вот. Второй тур у нас будет 1 марта проходить. Против всех у нас проголосовало 1380 человек против всех. Также графа против всех, как вы знаете, по правилам абхазского законодательства, графа против всех будет присутствовать и во втором туре. Вот. Правила остаются неизменные. 5 лет назад были подведены итоги. Вот. Графа против всех, она присутствует, ее никто не убирал. Кандидат, который наберет первое место, он должен будет выиграть и кандидата, который будет на втором месте, и графу против всех в совокупности. То есть 50 плюс 1 от действительных бюллетеней нужно будет набрать. Жесткие правила, но легитимность будет обозначена, я думаю, бесспорно. Спасибо. Есть еще вопросы? Коллеги, если вопросов нет, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, затем предоставим слово наблюдателям. Спасибо.